Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020 yılın 1 iyuli. Ben bugün köpleşim yürütü ekskluziv interview hükmüne geçirilýär. Men söhbetdeşim Vatandaş adly Rus Türkmen dostluk jemgyýetiniň geňeşiniň başlygy. Belli oppozisioner. Soňky wagtlar şahsiýetine dürli hili baha berilýän we şahsiýeti dürli sorawlar döredýän. Maksat Bayramovich Saparmuradov. Köpleşigiň ýene bir aýratynlygy men oň bilen söhbetdeşligi rus tiline alyp barmakçy. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я журналист Аллам Мурат Рахимов. Сегодняшняя моя передача проводится в формате специального, эксклюзивного интервью. Мой собеседник, председатель правления общества русско-туркменской дружбы, известный туркменский оппозиционер, личность которого в последнее время вызывает неоднозначные мнения и оценку, Максат Байрамович Сапармурадов. Максат Байрамович, салам алейкум. Салам алейкум. Валикум. Добро пожаловать. Салам алейкум, ватандашлар. Добро пожаловать на мой канал. Максат Байрамович, мы с вами на самом деле впервые лицом к лицу общаемся, не так ли? Первый раз. Я вас только вижу, только по YouTube каналу. Я вас даже вообще не слышал. Я первый раз увидел вас недавно, когда вы начали выступать. А вас даже не знал. Окей, хорошо. Я вас тоже периодически слушаю, честно говоря. Почему я вас не знал? Я извиняюсь, что перебиваю, потому что я не работал в 5-м отделе КГБ ТССР и КМБ. Я не занимался оппозицией. Сейчас сегодня выясним, по времени нашей беседы попробуем выяснить это. Но на самом деле, честно сказать, вы из всех ныне известных туркменских оппозиционных лидеров первыми согласились на открытое интервью со мной. Вернее, вы сами предложили эту идею. Да, я сам предложил. Да, и выразили готовность ответить на все мои вопросы. Вот. Без вопросов. Постараюсь ответить, в первую очередь, честно и, как говорится, объемно, если может быть, чтобы для нас и для вас, и для наших. Лучше вкратце, потому Хорошо. Что да, краткость, как говорится, мать знаний, да? Нет, это таланта называют, мать таланта. Да, мать таланта, да. Так, но с другой стороны, вы ведь не знаете, да, какие вопросы я могу задать вам? Вы не боитесь, что вопросы могут быть неожиданными или трудными для вас? Вы знаете, если я вышел на тропу политической деятельности, вы назвали меня оппозиционером, я себя не считаю оппозиционером, потому что я считаю себя патриотом Родины. Те оппозиционеры, которые были до этого, так, я их всегда называю оппозиция первого, как говорится, потока, потом второго потока. Они практически одинаковые. Я из них многих знаю лично. Почему я говорю, что вас не знаю? Но, тем не менее, вы же ведете оппозиционную деятельность, вы же оппозиционируете нынешней власти Туркменистана. Да, но я хотел сказать, во-первых, патриот Родины, естественно, я пошел в оппозицию. Патриот Родины, да. Значит, вот такой вопрос. Вам наверняка известно, что многие из наших соотечественников называют вас почему-то агентом туркменских спецслужб, а некоторые другие причисляют вас к российским спецслужбам. У вас есть ответ на то, как вы заработали себе такой имидж? Что, вас так плохо завербовали, что вы так легко выдали себя? Или вас все еще преследуют ваши старые профессиональные привычки бывшего комитетчика, что даже в роли оппозиционера не можете избавиться от них? Что вы скажете? Я, во-первых, хочу сказать, что все люди, которые меня считают бывшим и бывших не бывает, они правильно делают. Почему? Потому что я работал и в КГБ СССР, в погранвойсках сначала, потом КГБ Туркменской ССР, в то время уже был СССР Туркменский, потом работал в Комитете национальной безопасности, потом я работал уже в Российской Федерации в управлении собственной безопасности таможенного комитета. Я этим горжусь. И люди, естественно, должны обезопасить, не должны напрямую так встретиться и сказать, что вы, Максат Байрамович, такой хороший, вот выступаете, мы должны. Это стереотип человека, он должен всегда остерегаться. И я к этому спокойно отношусь. Но когда люди мне задают вопросы, которые интересуют их, я разъясняю мою позицию и так далее,
у людей многих все равно остается мнение, что я работаю на туркменские спецслужбы. Это нормально, это хороший и так далее. Вот вы сами сказали, да, что Да. если в целом взять, что вы в таких структурах работали, одним словом можно сказать, что вы бывший комитетчик. А вот народ... Я бывший Сейчас я КГБшник. довершу. Как вы сами сказали, в народе в отношении такой сферы деятельности говорят, что там бывших не бывает. Вы согласны с этим мнением, что в вашей сфере деятельности бывших не бывает? Это означает, что вы наверняка дальше продолжаете вот как-то связанные с этими структурами. Это означает именно... Да, значит, во-первых, после ухода с Комитета национальной безопасности у меня остались друзья. Те, которые оставались с работы, потом продолжали. Естественно, я общаюсь. Во-вторых, любой сотрудник Комитета государственной безопасности и КНБ грамотный сотрудник, который всегда занимается анализом действий тех или иных, он всегда в душе остается, он всегда работает. Это хорошее подспорье в любой деятельности, то ли оппозиционной, то ли экономической и так далее. Это связи, это контакт. И на сегодняшний день, если говорить о Комитете национальной безопасности, сейчас там уже, может быть, кого-то нет, но ветеранам я всегда общаюсь, которые были уволены. Многие ветераны приехали в Российскую Федерацию, я им помог разместиться, помог, кроме других, конечно, и так далее. Многие ветераны приехали, продолжают служить, перевелись, тоже общаемся, знаем. Работая в Федеральной службе, таможенной службе, именно комитет. Ну хорошо, тогда такой вопрос, что ну вот как раз вот наши некоторые соотечественники тоже интересуются, да, что у вас как бы связи с комитетчиками внутри Туркменистана, да, так как вы очень часто ссылаетесь на них как на источников ваших информаций изнутри. Вот. Да. А вот кто они такие? Вот они нынешние действующие комитетчики или бывшие в основном? Они бывшие, которые общаются с действующими. Мы же работаем, я не работаю напрямую, я получаю информацию с теми людьми, которые общаются с действующими. Я имею информацию в администрации президента, я имею информацию с источников Министерства обороны. Понимаете, о чем речь, да? Хорошо, но теперь вы же ссылаетесь на них как на таких достоверных источников информации. Да, теперь, да. Смотрите, хорошо, теперь, но они при этом до сих пор работают внутри этой структуры. Почему мы должны прислушиваться к их информациям как подлинным, как достоверным? Они же могут обвести нас и вас, в том числе, вокруг пальца. Замечательно, хороший вопрос. И загнать вас и всех остальных в ловушку. А вы не боитесь с ними сотрудничать? Согласен. Хорошо, что... Я эту информацию перед тем, как выставлять, я ее перепроверяю через другие источники. Поймите, А те источники, которые сверяете, через которых, а почему мы должны довериться в них? Я говорю об информации внутри страны. Я не говорю внутри Комитета национальной безопасности. Я об информации, которая идет освещение нашими соотечественниками, блогерами или теми же активистами, которые других движений, других партий. Я ее перепроверяю. Поэтому перепроверять первую информацию, любой написанная бумага, справка от источника, она перепроверяется. Если эта информация подтверждается минимум с 3, то ее можно публиковать. Если не подтверждается, хотя бы одна не подтвердилась, все, мы это закрываем, потому что мы этот опыт имели, используя дезинформацию на сегодняшний день для того, чтобы человека потом сказать, да, человек пользуется фейком. Понимаете, это фейки. Хорошо. Ну тогда получается как? Если исходить из вашего послужного списка, да, скажем, для спецслужб любого государства, вы на самом деле готовы кадр для вербовки. Вот мой вопрос в связи с этим. Была ли когда-нибудь со стороны спецслужб какого-нибудь иностранного государства попытка завербовать вас в их собственных интересах? Вот если честно. Была, честно. А можно сказать, со стороны какого государства? Я все расскажу, если вы не слушали мои эфиры, со стороны туркменского государства. Аллахов Рахман Хумлович, Царство ему небесное, пусть земля будет пухом. Это после того, как вы покинули страну? Я когда покинул страну, после его 2-го приезда, работая первым секретарем, работая от комитета, он приехал туда,
для того, чтобы продолжить работу. Она была слабая. Сердар Анаев, который был после него, не справился с этой работой. Он приехал заново. И первые же дни он со мной встретился с одним вопросом. Вот вы, Максат Байрамович, и он меня пригласил официально посольство. Мы с ним беседовали. Я об этом, то, что меня приглашает сотрудник посольства, я об этом написал рапорт на имя председателя таможенного комитета, потому что я являюсь на сегодняшний день, в то время был действующим сотрудником правоохранительных органов, занимался тоже оперативно-розыскной деятельностью, имел допуск второй группы, и когда я иду на встречу с иностранцем, я должен был обязан писать. Дальше, когда я пришел в посольство на Гасевчаем, был разговор такой: Максат Байрамович, вот вы работаете, спасибо, вы там помогаете нашим землякам, приезжают там люди с проблемами, мы об этом знаем. Я говорю, да, помогаю, что случилось? Вот мы хотели, чтобы вы нам помогли, вы же с Абдыкулиевым общаетесь? Я говорю, да, общаемся. Вот нам бы хотел, я говорю, Рахман Хумлыч, вы сидите хорошо на месте. Вы представляете, что вы творите? Вы сами себе рубите суп. Вы сидите на территории посольства Туркменистана, на территории Туркменистана фактически, и вербуете меня против так называемых людей, чтобы дал информацию. Вы не боитесь? Он говорит, нет. Ну, когда слушайте внимательно. Вы отказали ему. Да, и после этого вызвали его в Федеральную службу безопасности, и фактически ему высказали претензии, и после этого он начал мне мстить. Вот вся ситуация. Тогда получается как? То есть еще такое, да? И согласно вашим же утверждениям, вот уже много лет вы являетесь председателем правления общества русско-туркменской дружбы «Соотечественник», да, в Москве. Да. Да. Если честно, до ваших слов лично я не слышал о существовании подобного общества в Москве, ну, потому что я живу немножко дальше, да, ну, далековато. Да. Вот да. создание вот этого общества, была ли ваша инициатива или инициатива самих туркменских властей, да, это одно. Была инициатива покойной моей матери. Еще раз? Еще раз? Была инициатива покойной моей матери. Ага. Хорошо. А тогда в создании данного общества вы хоть на каком-то уровне сотрудничали с туркменскими властями, туркменским посольством в Москве? Они вам хоть... В 2008 году сотрудник посольства Тойли, фамилию сейчас я вам скажу, он был тоже от комитета, позвонил мне от имени посла и пригласили меня, сказал, у нас в Туркмении новые веяния. Сейчас я вам скажу, как его фамилия. Он живой, дай бог, он хороший парень. Он меня всегда понимал, слушал. Бехканов, Тойли Бехканов. Он меня всегда понимал, слушал. Я через него доводил свое мнение до руководства посольства, потому что посол первый раз был на встрече, потом по тем или иным направлениям как-то сблизить дружбу, новый президент и так далее. Более того, я через него провел операцию по снятию с должности Гёкленова, министра текстиля промышленности, которая второй раз пришла при новом президенте министр. То есть, так или иначе, то есть вам поспособствовали, посодействовали в создании этого общества? Нет. Общество было создано в 2005 году. Почему? Потому что я еще работал в таможенном комитете, и мне были вопросы заданы. Максат Байрамович, много приходит земляков, ты их принимаешь. Ты лучше создай и делай, потому что как-то неудобно. Понятно, что ты должен помогать. Это руководство таможенного комитета мне. Я создал общество, я уволился в 2006 году с таможенного комитета. Общество уже было. Еще общество не приходили, посольские не знали. Они знали, что создано. Но никто туда не приходил. А наши земляки боялись. Это было связано с политической моей деятельностью, потому что, работая в таможенном комитете, я очень много выявлял канала контрабанды, и есть один фильм, который снял Мамонтов. В этом я полностью помог ему. Вот наши ребята привозили записи, как идет контрольная поставка наркотиков, как идет из Туркмении и так далее. Поэтому я до этого работаю очень много. Но общество я сделал для того, чтобы официально помогать нашим соотечественникам. И только в 2008 году его признало посольство, меня пригласил Агаханов. Официально зарегистрировано было общество когда? 2005 год. 2005 год, да?
Ну, а с какой целью вообще создали вот это общество? Для оказания помощи нашим соотечественникам на территории Российской Федерации. Она не вся российская, она региональное общество Москвы. Ее деятельность только Москва. За создание вот этого общества вас как бы на вас не давили со стороны туркменской власти? То есть как бы... Давили, они обратились, задавали вопрос к моей матери. Она еще год еще жила. Она мне звонила, я говорю, а ничего такого нет, это общественная организация, это не политическая деятельность. Устав был и так далее и тому подобное. И видели, как я помогал студентам, реально были помощи. Об этом я не буду сейчас говорить. Но при этом вот в те годы, да, когда вы создали это общество и так далее, вы посетили Туркмению за те годы? 2005 год я не посетил, я его создал после моей последней, у которой была провокация в отношении меня в 2003 году. А после этого я создал в 2005 году. То есть вы последний раз были в Туркмении в 2000... Когда была провокация? Когда это было? В 2003 году, да? В 2003 году у меня мама сильно начала болеть, врачи мы отправили из России. Нет, в чем заключалась провокация? И в каком году... Это сделал Аллаков Рахман Хумлыч, это сделал провокацию. Ну, в каком смысле? Что за провокация? Значит, когда я приехал в Ашхабад, официально по визе, уже у меня была должность, была первого заместителя начальника. В 2003 году? Да, в 2003 году. Ага. У меня была должность первого заместителя начальника управления собственной безопасности таможенного комитета, фактически на генеральской должности. И мне дали разрешение, писал рапорт, поехал в Туркменистан, потому что мама была в тяжелом состоянии. Я поехал, пришел в посольство Российской Федерации, стал на учет. После этого пришел в миграционную службу, стал на учет, и выйдя из миграционной службы, я заметил, стояла машина, джип Toyota. Из нее вышла Аллакова супруга, Алла Аллакова, и увидела меня, она поздоровалась. О, Максат Барамович, ты как здесь, как дела? Когда у меня мама тяжело болеет, в больнице лежит. Это уже второй. На третий день мне мама позвонила с больницы, сказала, приедь, пожалуйста, здесь начинается проблема. Я приехал, там находятся два сотрудника возле ее двери. Я говорю, да, здравствуйте, вы Максат Барамович? Да, я говорю, а вы что здесь стоите? А вот мы с удостоверением, очень приятно, что вы хотите. Рахман Хумлыч, это уже в отместку вербовки, которая раньше была, он потом уехал, стал зампредом по кадрам Комитета национальной безопасности после второй командировки. Я говорю, очень приятно, что он хочет вас видеть. Я говорю, пожалуйста, его супругу видел, пускай приходит к маме. Во-первых, он знает, мама болеет, и он должен какую-то благодарность, уважение принести. Моя покойная мама много сделала для Рахмана Хумлыча детей. Нет, вы должны прийти. Я говорю, я не приеду. Я попрощался с мамой, последний раз ее увидел, и напрямую поехал в посольство. И после этого я на четвертый день мне пришлось с семьей покупать билеты, и под гарантией посла и сотрудников военной миссии, сотрудников службы внешней разведки, там работали и внутренней, как говорится, безопасности. Меня выдворяли, причем был звонок сделан на высоком уровне. Посол покойный тоже российский, я его фамилию не помню, на букву М, позвонил напрямую в администрацию, в Министерство иностранных дел. И мы приехали рано утром в аэропорт, и смех был, когда мы покупали билет. Это вообще был ужас. Они не продавали билет до Казани, но когда моя супруга дала за каждый билет по $100, они, естественно, продали. А в аэропорту была провокация. Из-за меня задержали на 2,5 часа самолет. Все пытались мне провокацию сделать. Но супруга перешла границу с детьми, вернулась обратно, сказала, я без мужа не иду. Приехал уже зампосла, и им пришлось меня отпустить, и я уехал. Вот вам о чем-то говорит имя Умурзак Умаркулиев? Умурзак Умаркулиев я услышал, когда я начал в интернете видеть эти мероприятия, а поближе мне рассказал Дюиджи, когда со мной познакомился. Ну вот, как вы сами знаете, да, этот молодой наш соотечественник в 2018 году стал жертвой туркменского режима просто за то, что он попытался создать в Турции ассоциацию солидарности и помощи студентам из Туркменистана. Это просто обычная гуманитарная общественная организация. Не попытался, он создал. Да, ну и за это режим его очень сильно покарал. А с другой стороны, вот ваше русско-туркменское общество тоже является как бы чем-то подобным.
да. подобной организацией. Однако, с ваших же слов, за такую инициативу вот вас туркменский режим, по крайней мере, вот на территории России особо не трогал и не трогает. Вот. Да. А как это так получается, что чем это объяснит, что они вас... Потому что я занимался законной деятельностью. Ну а этот Эмрзак что, незаконный, что ли, деятельность? У Эмрзака учредители были турки. И То он... есть вы хотите сказать, что в этом замешаны сами турецкие власти? Да, да. Они же ликвидировали турки, им написали письмо, и они ликвидировали. Ну, давайте маленький пример. Сотрудники Комитета национальной безопасности, Министерства безопасности, они взаимодействуют со всеми спецслужбами, только с Россией. Но они написали туда бумагу в прошлом году о том, что Максам Баранов занимается террористической деятельностью. ФСБ, покажите документы, где террористические. Их на место поставили, и все. Максам Баранов занимается на сегодняшний день, работает такую. А то, что занимается общественно-политической деятельностью в рамках закона, который не нарушает турецкие законы, российские законы, не призывает к терроризму, не призывает к экстремизму, нету ничего такого. У нас плюрализм нет, демократия. Вашу безопасность гарантирует российская власть? Конечно. Она и безопасность гарантирует моего родного брата и его супруги в Туркменистане. Они там живут. Один волосок упадет, у них будет целый скандал, вы понимаете. Я каждый день с ним общаюсь, и никаких проблем. Следующий вопрос. Вы вот все время утверждаете, что в роли председателя правления вот этого общества русско-туркменской дружбы вы якобы помогли очень многим нашим соотечественникам в их разных проблемах, трудностях. Однако вот некоторые земляки говорят, что они не могли найти ни одного человека, который получил от вашего общества хоть какую-то помощь или поддержку. Вы можете, например, назвать нам имена конкретных людей, которым вы действительно помогли и которые могли бы нам это подтвердить? Давайте мы сделаем таким образом. Я подготовлю список, с разрешением возьму их имена, если они позволят, дам номера телефона, вы позвоните и убедитесь. Маленький пример, та девочка, которая сидела в аэропорту, и тот парень. Я помог, имея свой административный ресурс. Это где было? 3 месяца тому. Во Внуково сидели, которые наши студенты. Каким образом вы помогли? Каким образом? Девушка на меня вышла через мою дочку. Информация пришла, что я ей позвонил. Она объяснила, что они находятся вдвоем. Один находится возле пограничного контроля, другая находится в зале, где авиакомпания, кто ее привезла. Я ей сказал, замечательно. Значит, дайте мне ваши данные, я вам скажу, что надо сделать. Она по моей рекомендации написала письмо ФСБ, пограничные войска. Моя дочь по моей просьбе поехала и везла им продукты питания. У меня есть фотографии, я не публикую, это не нужно делать, я рекламы нет. После этого ей дали ответ. Я позвонил Сердару Дурдееву, советнику, высказал свои претензии, у меня есть мобильный телефон, могу дать. После этого туркменское посольство зашевелилось. И ровно через 3 недели их выпустили. Их привезли сотрудники посольства в гостиницу, где их не принимали. Она мне написала, я говорю, не звоните, а напишите, где вы находитесь. Порекомендовала туда поехать. Она сказала, сотрудник, поехать туда. Им дали место в гостинице, которое я договорился, в то время карантин невозможно было. После этого они приехали на вокзал. Я их держал, приехали они себе домой. Один приехал в Омск, Пермь, другая приехала в Самару. После этого они позвонили, у них были неправильно оформлены визы. Она мне звонит постоянно, я подсказываю. Сейчас я буду помогать ей по поводу стажировки. Я не буду имена называть, все прекрасно знают. Хорошо, но да. вы это делали как частное лицо, или вы это делали от имени вашего вот этого общества? От имени моего общества. Я писал письма, поэтому у меня есть бланки. Вот я хочу понять, вот этот вопрос покажите. Я не занимаюсь рекламой. Если я вам начну перечислить список, кому сейчас я помогаю, нашим студентам, они не хотят этого делать, потому что они прекрасно понимают. Одному парню я недавно помог, который закончил с красным дипломом институт, название не буду говорить, получить вид на жительство. И спокойно парень работает. Никаких проблем. Помогаю тем ребят, кому-то трудоустраиваются на работу от имени общества. Именно здесь, на Акуе. Я это не скрываю. Это ничего страшного.
Ну, это прекрасно, если действительно вы проводите такую работу. Вот. Да. Если вернуться опять к этим вашим связям с комитетчиками, да, вот нашими туркменскими, Да. возник еще такой вопрос. Правда ли, что вот тот шатлык, который в Турции и в Кипре, да, сует нос в дела наших активистов, является вашим соратником? Я сейчас поясню. Несколько лет тому назад в Ютубе он вел канал под названием I Love Turkmenistan. И вот тогда он как-то сказал, что он вас хорошо знает и с вами лично сотрудничает. Это правда? Я сейчас вам скажу. Я извиняюсь, идет эфир, перезвоню. Значит, Вы слышали шатлык? мой вопрос? Вы слышали? Да, I love you, Туркменистан. Да, и Значит, он вышел. он сам сказал как-то тогда, что он вас Да. хорошо знает и с вами лично сотрудничает. Это правда? Значит, шатлык, когда вышел с этим каналом, я увидел. Ага. После этого он мне сам написал, позвонил. У меня же телефон известный. Позвонил Пяльван, наш гражданин, который находится в Северном Кипре. И они говорят, вот такая ситуация. Я говорю, ребят, говорит, рекламу сделайте вот нам. Я говорю, ребят, то, что вы сейчас делаете на сегодняшний день, вы делаете неправильно. Но то, что у вас есть хорошие ролики, Туркменистан, единая страна и так далее, для меня это хорошо. Я могу их выставлять. Но то, что вы делаете в отношении наших соотечественников, какой бы ни был бы тот человек, которого вы ругаете, второго, третьего, в любой месте нужна доказательство. А если вы еще матом ругаете, это неправильно. Более того, он один раз в пьяном виде, мне ночью позвонил, говорит, у меня день рождения. Я говорю, молодой человек, мне очень приятно. Если у вас день рождения, говорю, поздравляю, не надо меня ночью беспокоить. Человек был пьян. Ну, понятно. И потом, когда в это же вечер он... Но это говорит о том, что вы с ним в связях, то есть вы встречаетесь. Нет, он мне сам позвонил, я с ним общался, живу, я со всеми общаюсь, кто на меня выходит. Мне нечего бояться, они все наши граждане, Туркменистан. Плохой он, правильно делает, это не мы определяем, но в данный момент он сделал очень плохую вещь. Он оскорбил ребенка. Нет, одно дело словесно оскорбить или кого-то задеть, другое дело. Он же ведет себя как реально агент изнутри, он как будто задания какие-то выполняет. Значит, так агенты не работают. Так агенты не работают. Это человек, мной и моим психологом изучили, человек, обиженный на судьбу. Он детдомовский. И он, понимаете, пытается найти себя в жизни. Он никакой не агент. Он ходит там, где-то снимает и так далее. Никто он так, он говорит, у меня паспорта нету, могу летать. Этот человек пытается попасть в нужное время, в нужную, как говорится, тусовку, чтобы показать. Вот видите, я такой защищаю президента, он у нас хороший, а вы все плохие. Вот на сегодняшний день, до сегодняшнего дня я общаюсь с Пяльваном. Он мне постоянно звонит, Максат Байрамович и так далее. Он мое мнение спрашивает. И говорит, вот я за вас бы пошел бы. За этим, я говорю, это твое право. Но ты на сегодняшний день говоришь свое видение, что туркменский президент хороший, что он такой-то, я и так далее. Но я говорю, ты же сейчас людей трогаешь, их тоже надо мнение понимать. Я с ним беседы провожу. Хорошо, тогда такой вопрос. Если он просто обиженный на судьбу человек, а почему он именно вмешивается в деятельность таких активистов? Даже вот недавно был случай в Кипре, да, вот Лайла Камалова нашей, да, соотечественница, она же как раз имела проблемы с его стороны, притом такое давление, что он вмешивался, он в ее это самое, от ее имени там, где-то от имени мужа, что ли, там выставлял какие-то материалы, попытался опорочить ее имя и так далее. Да. Ну вот зачем он вот ведет себя вот реально как выполняющий спецзадание туркменских властей? Он же не только как обиженный на кого-то, он же целенаправленно ведет деятельность, чтобы подрывать деятельность наших активистов и оппозиционеров. Вот как вы объясните? Тяжелое детство, деревянные игрушки. Ага, то есть вы это считаете, просто вот пытаетесь объяснить... Пацан, который ходит в вальчики, играет и лянгу. И, может быть, он где-то связан с КМБ, но мое последнее выступление резко ему. Я жду от него извинений, если он будет видеть канал. Звонить мне, ладно, там ночью, а выступать с водкой, после этого молиться Богу, я, извините за выражение, я, может быть, не верующий,
Ну, это Но за это надо наказывать. это совсем другая вещь. Это мы сейчас вообще Да, личное его да, поведение в плане да. пьянства и так далее мы вообще не затрагиваем. Ну хорошо, значит, вы считаете его просто обиженным на судьбу человеком, да? Ну хорошо, Да. вот давайте теперь поговорим о вашей партии, да, оппозиционной деятельности. Вот за последние несколько лет вы, как я понял, что вы ведете себя как политический активист, лидер целой партии. Вот. Мгм. Можно узнать примерно, сколько в вашей партии вообще реальных членов? 750 человек. То есть у вас вот есть список так, И в Туркменистане люди, которые поддерживают, которые будут и на территории Турции, и на территории Российской Федерации, и на территории Белоруссии в том числе. Хорошо, если коротко, И на территории Америки тоже есть. Соединенных Штатов. вот если коротко, что конкретно отличает вашу партию от других подобных оппозиционных партий туркменистанцев за границей? Значит, начну с того, что спасибо большое господину Давиджи, который позвонил мне, со мной познакомил и ускорил это движение. Я смотрю в интернете, туркмены объединяются, общались и так далее, но он сказал, давайте объединимся, мне очень понравилось. И мы начали с Равшаном, с молодежью, которую я считаю молодежью, начали двигаться. Отличается чем? Понимаете, у каждого партии есть свое видение, свое направление, свое движение вперед. Мы одной цели. У нас единая цель – свержение режима. Это раз. И второе, у нас единая цель, что мы все должны вернуться на территорию Туркменистана. Я это делаю. А я спрашиваю, что вас отличает Отличает? Я сначала объединяю. Отличает тем, что мы на сегодняшний день открыты для диалога. Наша была задача и цель, она остается, объединить эти все усилия, а они не хотят. Вот первое отличие. Хорошо. Можно тогда узнать, почему вас исключили из состава вот этого координационного совета, где состоят другие? Меня не исключили, я сам вышел. Когда началась ситуация, связанная о возможной смерти президента летом прошлого года, Давиджи начал словами Акбер Сапара просить, чтобы я поддержал, что он умер, давайте, народ, вставайте. Я говорю, пока не будет официального заявления властей или зарубежных, я этого делать не буду. Это ему не понравилось. Дальше он начал на меня давить, потом пошла некая комбинация, дабы меня как-то по-другому подставить. И получилось, я сказал, я выхожу из координационного совета. Зачем им это надо было? А им главная задача на сегодняшний день, я понимаю, им надо поднять народ. Но таким образом народ не поднимешь. Мы еще были сырые год тому назад. Мы должны были идти и там. Поднять народ вот таким способом, что... Да, способом дезинформации, который не подтверждает информации, который способом этой информации внутри народ сколыхнуть. Я говорю, мы не готовы, я задал вопрос, а как народ там будет, кто будет управлять? У них было мнение, что народ станет, и мы потом туда приедем, когда уже все состоится. Я говорю, так не делается революция. На хаосе не делается революция. Хорошо. Вот если гипотетически представить, да, что вот вашу партию у власти Туркменистана, скажем, что вы вернулись в Туркмению, у вас получилось занять место у власти, вашей партии. Пожалуйста, вот обрисуйте вкратце, как бы вы организовали и ввели государственную политику, если коротко. Смешанное парламентское президентское правление. То есть президентская должность должна оставаться на месте, да? Еще... Да, но она будет, мое мнение, она дискредитирует себя как слово президент, должен быть глава государства Туркменистана. Не президент слова, а глава государства. Это... В любом случае да, должен быть да. Смешанная система управления государством, где большие полномочия у парламента, где партия избирает коалиционное правительство, где коалиционное правительство, премьер-министр под отчетом парламенту, и президент должен иметь на сегодняшний день под контролем все правоохранительные органы,
грубо говоря, но судьи, прокуроры, они на сегодня должны быть избраны, представлены и обязательно избраны утверждены на парламенте. Они должны под отчет. Полномочия власти премьер-министра должна быть выше полномочий президента, да? Да, потому что если не будет президентской власти, главы государства, значит, получается, у нас премьер-министр, он должен управлять государством и одновременно быть гарантом Конституции. Он не может быть такой. Хорошо. Мы до этого говорили о вашем имидже комитетчика, да, к сожалению, я хочу вернуться, потому что есть некоторые вопросы, которые периодически поднимаются нашими соотечественниками, да. Вот вы знаете, вот какое примерно ваше поведение наталкивает многих наших соотечественников на такие мысли. Вот, например, я, если скажу о себе, да, если я критикую деятельность некоторых оппозиционеров, я это делаю как журналист. Это неотъемлемая часть моей деятельности. То есть выявлять недостатки, критически анализировать их и донести их до сведения слушателей и читателей. Более того, без особой на то необходимости я, например, пытаюсь не беспокоить людей своей критикой. Теперь, в отличие от меня, вы оппозиционер, у вас своя партия, у вас общество русско-туркменской дружбы и так далее. И вам вроде должно хватать своих собственных дел. Тем не менее, вы почему-то регулярно занимаетесь какой-то перепалкой почти со всеми другими оппозиционными активистами, организациями. Вы все время в центре каких-то скандалов и ссор. Вот на днях даже один из наших активистов в своем видеовыступлении сказал, что ваши выступления 99% состоят только из таких вот бессмысленных интриг. Вы сами лично замечаете это? И если замечаете, зачем вам вот так последовательно портить себе свой собственный имидж? Или вас кто-то или что-то заставляет так поступать? Вот Значит, объясню. Я считаю, в любой политической и любой борьбе, которая идет, должно быть в первую очередь цель. Цель – это свержение власти и благо для народа. Я с этим согласен. Но вы же ведете борьбу как будто с этими оппозиционными... Да, объясню. Вот смотрите, когда год тому назад я выступал, начинал свое выступление в эфире через Zoom, вышел уважаемый наш Аксакал. И сказал, я этого человека не знаю, кто он такой. Вышли наши уважаемые правозащитники. Сказали, где он был, мы вообще про него не слышали. А потом узнали, что есть я такой. Но я же никого не трогал. Я начал выступать, начал проводить беседы, высказывать. Я никого не трогал. Но когда люди начинают врать и манипулировать сознанием народа ради своих целей, не ради цели общественной, я считаю, об этом надо говорить народу. Сейчас, после всех, сколько я говорил, я сейчас официально, вы знаете, заявил. Я не хочу на сегодняшний день попытаться объединять, ничего не делать, каждый идет своим путем. А люди меня уже услышали. Пускай дальше люди делают свои выводы. Наша беда в том, что у нас очень много, 2 поколения неграмотных людей. Но я постарался по-туркменски и по-русски высказывать. Пускай каждый принимает решение. Но если бы я это промолчал бы и завтра потом что-то произошло бы, и мне сказали, Максим Иванович, а вы это знали, почему молчали? Я сказал, этап прошел, этап этой борьбы, нашей общей за борьбу за режим, я высказал свое мнение и критиковал, потому что не надо пользоваться, манипулировать людьми мозгами. Надо говорить правду. Вот и вся ситуация. Но это же, видите, это может быть ваше собственное ощущение. Потом вы же должны наблюдать, ваша критика, ваши нападки, какой вообще результат дает. Более того, вы периодически делаете какие-то, например, заявления, да, вот не подкрепленные никакими фактами или доказательствами, которые тоже работают вам во вред. Порой даже... Какие? Порой даже они звучат весьма инфантильно. Я приведу просто сегодня несколько примеров. Да? Вот скажу. Это коротко, например, это если в общих чертах взять, а так можно сказать, привести кучу... Я люблю критику, я поэтому задаю. Хорошо. Мне очень нравится. Скажем, да, вот в августе прошлого года, да, когда вы полетели участвовать в Каспийском экономическом форуме, все маломальски здравомыслящие люди понимали, что это просто дешевый спектакль.
Вас, вот, например, вас туда ведь никто не приглашал, это во-первых. А во-вторых, если вы действительно оппозиционер, то какой такой туркменский посол даст вам визу, да? В-третьих, если даже вы заедете туда, кто вас потом выпустит обратно, вы это тоже прекрасно знаете. Более того, вы заявили, что планируете лично встретиться с президентом Бердымухамедовым, чтобы якобы убедиться, что он жив или мертв. Вы вправду думаете, что Бердымухамедов вот так вот возьмет и подпустит вас к себе на личную встречу? То есть вы действительно вот так думаете? Значит, на сегодняшний день, как я считал нужным, я купил билет только в аэропорту Саби Gökçe. Я приехал в аэропорт. Вы мне не разрешили. У меня было два паспорта. Туркменский. У вас визы не было. У меня был туркменский внутренний паспорт. Это власти Туркмении мне не разрешили. Вы говорите, что этот паспорт уже недействителен по их стандартам. Как кто сказал, что недействителен? Кто сказал недействителен? Подождите. Хорошо. Хорошо. Кто вам сказал, что недействителен? Хорошо, вас подпустили, скажем, вас пропустили, вы прилетели. Да. Вы говорите, вы собирались участвовать в Каспийском экономическом форуме. Да. Кто вас туда вообще пригласил? Кто пригласил? У вас же не было приглашения. От кого? Ну, вообще, с этого экономического форума. У вас была... Там общественная организация. Я же писал обращение через Каспийский форум, который ребята в Астрахани, они говорят, можем, через нас можем. Не общественная организация. Если они не принимают, тогда мне вопрос такой. А я пишу заявление в Туркменистан по визе на могилу матери. Почему меня не пускают? Вопрос. Они просто боятся, власть боится меня. Я в этом уверен. Это совсем другой вопрос. То есть это же, все делается законно, обоснованно. Заранее вас вы подаете заявку, вас потом утверждают, подтверждают, приглашают. Потом вы... Это одно, я завершу. Это одно, да, что у людей создается впечатление, что вы вообще несерьезный человек. Потом вы заявляете, я встречусь с президентом Бердымухамедовым, чтобы убедиться, он жив или мертв, да? А кто вас вообще туда собирается подпустить к президенту, чтобы вы встретились, даже если он жив, да? А как вы пытаетесь получить допуск, вообще встречу с президентом, прилетев туда, в Туркмению? Ну, подождите. У вас же договоренность была, что вам сказали... Нет договоренности. Как тогда вы можете делать такое заявление? Я собираюсь выяснить этот вопрос, приехав туда, в Туркмению. Это же несерьезно. Скажите, пожалуйста, делать заявление, собираясь, или делать заявление, я 100% уверен, есть разница, две вещи. Согласитесь? Но тогда, прежде чем делать такие громкие заявления, вы должны задаться вопросом, реально ли вообще осуществление этого плана, этой задумки, то, что я объявляю, это же вообще нереальная вещь. Если я сейчас скажу, что я еду встретиться с президентом Бердымухамедовым, первый вопрос. Кто вы такой, чтобы Бердымухамедов с вами встретился? Председатель общества русско-туркменской дружбы. Хорошо, вы подали заявку ему, а он приглашает вас, он пригласил? Или от его имени кто-то рядом, ответственные чиновники, пригласили? Нет. Тогда с какого перепуга я делаю такие заявления? Я собираюсь... Можно я вам отвечу? Хорошо. В 2008 году я был в составе делегации по участию в выставке первой выставке российских достижений. Как раз Толи Бехканов мне помогал с визой. Это тянулось. Меня не было в списках. Это тянулось. Долгий процесс. Долгий. И в последний день, когда я вернулся с отдыха в Москву, он мне позвонил, завтра тебе дают добро. Меня не было в списках в составе делегации, потому что еще мне не дали визу. Так я приехал, участвовал в составе делегации, меня не было, я сидел рядом с Рашидом Мередом, и только не было президента, на открытии видел, был Зубков. Вот и вся ситуация. Вот у вас, понимаете, о чем? Вы рассчитывали на случай такой, счастливый случай, можно сказать. Почему счастливый случай? Я приехал в Туркменистан, поехал бы на форум, как общественная организация, объяснил бы, попал. Я же привез свои брошюры, которые я распространил в 2008 году, о том, что надо объединяться в Туркмении, надо общество России находить. Мне разрешили. Никогда такого не было. Вот и вся ситуация. Теперь скажите, пожалуйста,
А вы были в Туркменистане, когда крайний раз? Ногой на территорию Туркменистана ступали? Как я уехал в 99-м году, мне А запрещили. я 21 января прилетел в Ташкент, 22-го я ступил на территорию Туркменистана ногой. Официально с 2 паспортами. Но только они сказали. А? В каком году? В этом году. И Ну, даже... я же поехал, это сделал. Фотографии показал, что я на границе туда зашел. А почему? Это в этом году, да? В этом году, да. Я Это это сделал. На границе где? Ходжали. Ага. И вас... Куняургенч и Узбекистан. И вас не трогали, туркменские власти? Да, я подошел, сказал, ребята, вот у меня паспорт, вот российский паспорт. Я хочу попасть туда, я гражданин. Но вас не пропустили. А меня не пропустили, вот она ситуация. Говорите, что вы... А знаете, почему не пропустили? Знаете, почему нет? Они пошли звонить, те испугались. Но меня обязаны пропустить, я с внутренним паспортом. Поймите, они обязаны. Многие сейчас возвращаются с внутренними паспортами получить заграничный паспорт. У меня же двойное, у меня не два гражданства, а двойное. Они обязаны были, не пропустили. И что теперь делать? Я ответил на ваш вопрос. Это оценят, пускай наши зрители, слушатели, да? Хорошо, Да. Теперь, если продолжить вот несерьезной, да, наша по поводу несерьезности некоторых... Да, несерьезности вы говорите, да, продолжим. Еще вспоминается мне в числе прочих, да, как вы однажды предложили оппозиционным лидерам нашим, да, собраться почему-то именно на узбекско-туркменской границе для какого-то совещания. Я сейчас точно не помню. И при этом прекрасно понимая, насколько это опасная затея. Вот, не опасная. Подождите, вы что, забыли о судьбе наших, например, активистов, таких как Хошалы Гараева, Мухаммедкули Аймурадова, когда они в октябре 1994 года, да, прилетели в Ташкентский аэропорт, их прямо оттуда же увезли туркменские КГБшники в Туркмению, притом вразрез всем международным правом и законом. Если вы в курсе этого и того, что на что способны туркменские спецслужбы, но несмотря на это приглашаете туркменских оппозиционеров прямо на узбекско-туркменскую границу, тогда извините, или вы до такой степени безответственный и недальновидный человек, или вы, Можно отвечу? Или вы Отвечу. действительно на кого-то работаете. Отвечу. Хорошо. Отвечу. Скажите, пожалуйста, вы этих товарищей Хаджали назвали, еще кого я их не знаю. Нет, Хошали Гараев и Мухаммедкули Аймурадов в 94-м. В то время гражданство какое было у них? У них тоже двойное гражданство было. Они же выходцы из Туркмении. Они выходцы из Туркмении. Они официально имели право. Нет, давайте так. У них они было же двойное гражданство. Подождите, они не... Если вы хотите сказать, что они нарушили закон о пересечении границы, вы ошибаетесь. Они находились в Ташкенте, они только прилетели. Их сразу Я же... задаю вопрос. Можно задать вопрос? И? Эти были двойным гражданством. Наши оппозиционеры. Суюнов и Клымов. И дальше перечисляю. Какое имеет гражданство? У них иностранное гражданство. Их не тронут, их защищает Европа. Вы уверены? А почему тогда не заступится Россия, у которых российское гражданство тоже было? И вообще пальцем даже не шевелила Россия. Почему? Чем вы объясните? Объясняю, в отношении Шейх-Мурада и всех ребят, которые были. Первое. Шейх-Мурада было двойное гражданство, двойное, не два, а двойное гражданство. И он не имел права иметь двойное гражданство, он скрывал. Многие сейчас чиновники скрывают. Ты должен был отказаться. Понимаете, раз. Вторая ситуация. Значит, Шейх-Мурадов пересек границу нелегально. Понимаете? Почему? Есть те люди, которые до 2003 года получили российское гражданство, у них, по закону, я помню, по указу президента Ниязова, у них сохраняется двойное гражданство. Она было спорным. Шейх-Мурадов, Агараев, Мухаммедкули Аймурадов, они все имели право пересекать и обратно возвращаться без никаких... Отвечу. Я спорил с одним журналистом, сейчас не буду говорить, он журналистом, фамилии не помню, мы с ним спорили. Шейх-Мурадов имеет гражданство Российской Федерации. Шейх-Мурадов имеет гражданство Туркменистана. Если он приехал из Российской Федерации на территорию Туркменистана по визе, то его защищала бы Российская Федерация.
А он на Туркменистан въехал незаконно, на него 10 лет. Зачем ему виза, когда у него двойное гражданство, официальное двойное гражданство? Объясняю, поймите одно, если ты хочешь себя защитить, ведь я ездил в Российскую Федерацию, когда последний раз была провокация когда была, не те, я всегда ездил и сейчас езжу по визе. Я защищен. Это нарушать туркменский закон и прикрываться российским гражданством, находясь на территории Туркменистана, именно как с двойным гражданством, никто такого права не дает. Не нарушай, пожалуйста, но если ты хочешь въехать... Ну хорошо, вы сейчас противоречите самому себе. Вы до этого говорили, вы прилетели к Уругванчу, да, хотели пересечь границу на основании вашего двойного паспорта, второго паспорта, без визы. А почему вы тогда сейчас сами себе противоречите? Вам нужна виза теперь, что этим людям нужна была виза. А я говорю, тот момент, когда они хотели это делать, чтобы себя защитить, вы говорите, почему Российская Федерация их не защищает? Правильно я говорю? Почему сейчас? Потому что там они находились как граждане Туркменистана, не как граждане России. Ну хорошо. Они нарушили туркменское законодательство. Вот эти тонкости надо понимать. Если не понимаю, людям разъясняю. Вот я сейчас нахожусь в Америке как гражданин на сегодняшний день Соединенных Штатов Америки. А приезжаю в Российскую Федерацию, заезжаю с российским паспортом. И если я нарушу... Ну хорошо, даже если с вашей версией согласиться, да, но зачем приглашать наших оппозиционеров на узбеко-туркменскую границу для совещания и рисковать с их безопасностью? Была ли такая необходимость их приглашать? Не, подождите, пожалуйста, четко формулируйте с какой-то безопасностью. Четко мне скажите, я вас не слышу. Формулирую, потому что потом вышла информация, что была подготовлена такая, операция, что их какие-то неизвестные люди могли бы накрыть, взять, увезти. Никто не знает, кто эти неизвестные люди, да, у них никаких опознавательных знаков не будет. Они окажутся на территории Туркменистана, а потом спокойно инкриминируется им преступление незаконного пересечения границы. Все. Можно одну вещь хочу сказать? Они незаконно пересекли границу, докажите, что они сами не пересекли границу. Что хорошо, договорились. Да? Вы все? Вы все? Да. А кабы да кабы, во рту выросли бы грибы. Послушайте внимательно. Со мной был один человек, я фамилию называть не буду, с европейским паспортом, об этом я сейчас откровенно говорю, который вместе со мной приехал в Узбекистан, которого тоже туркменский служит. Он боялся, я говорю, я гарантию даю. Мы с этим человеком были в одних кругах, сидели, разговаривали, объясняли ситуацию и так далее. Он говорит, у нас никаких вопросов нет. Даже если в Интерпол туркмены подали ему в розыск, они его подали как гражданина Туркмении, Ханамова и всех остальных. Он является гражданином европейского, они ничего не имеют права делать. Я это все отрабатывал. Поймите, вот вы сейчас говорите, что если, я вот как человек, ну хорошо, если человек, будучи иностранным гражданином, да, он если пересечет границу и окажется внутри Туркмении, его сразу же арестуют и Знаю, а я это не предлагал. Нет, я этого не предлагал. Я говорю, нет, это бы можно очень спокойно сделать. Я же только что объяснил эту операцию, возможную операцию. Их крадут, их силой везут в Туркмению, а потом говорят, вы сами пересекли, теперь докажите, что вы сами не пересекли незаконно границу. Узбекистан уже не такое государство. Оно там другая система. Ну, на границе там можно подкупить кого угодно. И там президент Узбекистана бы даже... Давайте так, давайте я вашем исламе расскажу. Завтра можно и прийти на границу, подкупить туркменские пограничники, реально пересечь, совершить военный переворот. Это тоже можно. Это реально жизнь. Там все продается. За $1 000 000 мне дверь президента могут открыть. Эти же чиновники продают. Как вы объясните тогда вообще вот эту необходимость организовать встречу у границы? Вот какая необходимость была для этого? А я хочу объяснить на сегодняшний день. Если мы хотим что-то делать, мы должны свою пятую точку поднять и делать вместе с народом, а не призывать народ за границей вставайте. Вы мою мысль, которую раньше были говорили. Если вы находитесь на территории Узбекистана, при чем тут туркменский народ? Объясняю ситуацию. Когда туркменский народ начнет видеть, что мы уже рядом, они поднимутся. И все говорят, уже готовы ситуацию. Это вы говорите.
То есть вы хотите сказать, что физически, если вы приблизитесь к границам Туркмении, то Да. народное восстание, волнение, она активизируется. То есть просто из-за того... Нет, я говорю, что я предлагал, давайте мы подготовим ситуацию и подойдем к границе. Почему я не просто так говорю? Сейчас с коронавирусом кушать нечего, границы людям болеют. Я людям сказал, а вы встаньте, возьмите все свои документы и идите в Узбекистан. Хоть там признайте, что вас признали беженцем, вас примут. Пересекайте границу под проволокой. Как и Мурат Кадыров уже говорил, он под проволокой проходил, а там за деньги могут тебя пропустить. Придите, скажите, я не хочу жить в Туркменистане. Что, Узбекистан передаст обратно, вы считаете? Или обратно кабы, во рту вырезанные грибы? Пожалуйста. Если есть конкретные факты, будьте любезны, говорите. А вот так, если было у вас предположение, что там люди ждали захват, ну это несерьезно для журналистов, согласитесь? Ну, хорошо. Можно тогда под конец просто такой личный вопрос, личного плана. Вы верующий человек? Я на этот вопрос отвечать не буду, у каждого вера вот здесь. Хорошо. Ну, дело в том, почему я спрашиваю, что в большинстве случаев, допустим, верующие люди воздерживаются от, ну, скажем, от нехороших поступков, как бы силу своей веры в то, что Бог все это видит, что Бог их за это может их покарать и так далее, да? А что я этим хочу сказать? Есть ли вообще что-то, что вас останавливает или может остановить, когда по воле случая, или вы намереваетесь, или вынуждены поступить плохо, действовать во вред людям? Есть какой-то фактор, который вас остановит или останавливает? Меня, поговоря о Туркменистане, меня в первую очередь останавливает фактор, чтобы люди просто-напросто не гибли, и людей не поднимайте на революцию, если мы сами его не руководим. Если мы это делаем, меня это останавливает. А если мы вместе с людьми там будем, как мы туда зайдем, это другой вопрос, сейчас не буду обсуждать. Если мы будем с людьми, то меня ничего не остановит. А управлять людьми и командовать, вставайте. Почему вот те выступили с открытыми лицами, а вы молчите? Это неправильно. У каждого есть свое мнение. И эти люди также будут граждане Туркменистана, когда мы вернемся. Это будет. Я немножко о другом спросил. Человека от греха останавливает его вера в Бога и кара Божия. Да? Если, скажем, допустить, что, скажем, у вас вера в Бога, скажем, нет, но что-то у вас внутри есть. Допустим, вы хотите грешить, вы хотите что-то во вред людям что-то делать, скажем, да, случай заставляет вас, но какой-то элемент, фактор, который может вас остановить от этого, есть внутри или где-нибудь? Вот у вас есть такой фактор? Конечно, у всех есть такой фактор. Ну вот это что такое у вас? Как вы назовете это? Ну, это глобальный вопрос, как его назвать. Ну, это в первую очередь, это философский в первую очередь, меня, хочу сказать, остановит тот фактор, если люди будут гибнуть, как говорится, без результата. Просто сиюминутное решение было принято, встать, пойти, сжечь себя или как бросить гранату, но результата не будет. Любая, как говорится, идти против воли Всевышнего должен какой-то результат, благородный поступок и так далее. Есть ребята, которые сейчас говорят, что они готовы на себя одеть пояс шахида в нужный момент и взорвать себя возле президента. Я говорю, делать этого не надо. Не нужны эти жертвы. От того, что он умрет, система не умрет. Надо систему все менять. Ну, хорошо, но в целом вы попытались ответить на все мои прямые вопросы, да, но, Максат Байрамович, я очень благодарен вам за то, что вы нашли силу и смелость поговорить со мной вот так вот откровенно и отвечать на мои прямые вопросы. Я не могу сказать, что вы удовлетворили меня своими ответами, но пусть рассудят это наши зрители, наши слушатели, да. Вы в каком-то смысле показали в том числе личный пример другим нашим оппозиционным лидерам. Как по вашему мнению, должны ли другие наши оппозиционные лидеры тоже следовать вашему примеру и вот так вот отвечать перед народом на такие прямые вопросы? Как вы думаете? Я нашим лидерам, которые старше меня, не могу давать рекомендации и так далее. От их сердца пускай будет. Я свое высказал.
и я не могу рекомендовать, говорить. У каждого есть своя голова на плечах. Это их право. Они могут говорить, это могут не говорить. Я вот уже убедился. Если человек хочет общаться напрямую и найти точку соприкосновения, консенсуса, он будет слушать реплики, слушать, например, те слова, которые ему не нравятся, но может доказать это. Поэтому надо быть, как говорить, если что-то говоришь, надо доказывать. Любой свой факт, который я делаю, я доказываю конкретными документами и конкретно. Если кому-то это думать, что это популизм, это его право думать. Но главный результат. Вот давайте сделаем. Я недавно задал одному человеку вопрос. Вот сейчас говорят, что я там ругаю, там это. А если завтра я приду, и мы, как команда наша, возьмет и режим, и придет так далее. Все остальное уже забывается. Понимаете? У каждого человека есть недостатки. Так, главную цель добились. И моя цель, я и официально говорю, дай Бог, вместе или отдельно мы свергнем эту власть, у меня есть желание, чтобы наши аксакалы сдержали свое слово. Я считаю, если на сегодняшний день у него есть сторонники, которые готовы его поддержать, пускай берут 3 месяца, 6 месяцев управлять государством. Мне власти не нужна, я хочу молодежи передать. Но будем готовиться к выборам в парламент и будем обсуждать. Но каждый должен отвечать за свои слова. Было несколько сказано, никто не взял на себя ответственность. Вот я взял ответственность, молодец, я поддерживаю, берите, делайте. Но делать это надо делать совместно. Но вы, значит, вы за то, что я как-то вот предложил идею создания коалиции наших оппозиционных организаций. Единая коалиция действует, ведут деятельность как бы огромная сила, да? Вот вы за это, вы за создание коалиции? Да, я до сих пор. Почему? Объясню. Представляете, приезжает Алламурат Рахим. Да. К примеру, Алламурат Рахим приезжает к руководству Соединенных Штатов Америки или к руководству Узбекистана, делается неофициальная встреча. И говорит, вот мы оппозиция. Он говорит, Алламурат, а вы кто? Вы представляете весь народ? Какую теперь? А тут Алламурат, Михаил, Иван, Халмурат, которые взяли не на бумаге, может даже не на бумаге, выступили все вместе, сказали, мы идем единой цели, мы объединились, хотя у нас есть свои разногласия по поводу управления. Сейчас не главное. И когда мы поедем, я готов организовать это, я всегда говорю, готов финансировать это, если у них денег нет, не надо собирать у людей. Встречу с этим руководителем, и нас увидят каждую свое направление. Это так думает, это будешь обязательно. Да, они объединились. Значит, действительно представляют какой-то народ Туркменистана. И тогда туркмены, которые у нас будут хотя бы вот так выступить, как вы говорите, один слово, да, мы объединились, все, мы идем каждый своим путем, но мы к единой цели. Все, тогда народ поймет, они объединились, народ всегда говорит, значит, они как-то. А когда мы придем в Туркменистан, да, будут трудности. Будет. Но я еще раз говорю, человек взял на себя слово, пускай управляет 3 месяца, а мы будем готовиться к выборам. Кто победит, за кого народ подойдет, какая часть, тот будет какую часть иметь в парламенте. Вот об этом говорю. Хорошо, Максат Байрамович, предлагаю на этом сегодняшнюю нашу беседу закончить. Вот. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу. Сегодня с нами был председатель правления общества русско-туркменской дружбы, известный туркменский оппозиционер Максат Байрамович Сапармурат. С ним беседу вел я, журналист Алламурат Рахимов. Я с вами прощаюсь до следующего эфира. До свидания. Спасибо большое всем. Вам тоже большое спасибо.